Сауда, дочь Зама. Сауда была одной из тех верующих, которые приняли участие в хиджре. Так она переселилась в Абиссинию с мужем Ас-Сакраном ибн Амиром. Он приходился ей двоюродным братом. Этот поступок вызвал гнев ее родственников и близких, так как они были против того, чтобы она приняла ислам и совершила хиджру. Когда же они вернулись из Абиссинии, ее муж Ас-Сакран умер в Мекке. Так Сауда осталась без попечителя, будучи уже в пожилом возрасте, когда в принципе нет особого стремления выйти замуж еще раз. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, опасался того, что родственники Сауды не оставят ее в покое, так как они были ярыми врагами ислама. С другой стороны, Сауда могла оказаться лучшей женщиной после любимой Хадиджи, которая позаботилась бы о детях посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, одарила бы их любовью и лаской. Тем более, что она была уже в возрасте, поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, женился на ней. Это произошло в месяц Рамадан, в 10-й год с начала пророческой миссии. Сауда опасалась того, что посланник, мир ему и благословение, разведется с ней после того, как женится на Аише, дочери Абу Бакра. Поэтому делала все, чтобы остаться его женой. К примеру, она отказывалась от своего права на ночь в пользу Аиши. По этому поводу был ниспослан следующий аят. Если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или отворачиваться от нее, то на них обоих не будет греха, если они заключат между собой мир, ибо мирное решение лучше. Сауда, да будет доволен ей Аллах, была полной и медлительной. Однажды она сказала посланнику Аллаха, мир ему и благословение: «Вчера я молилась за тобой, а ты пошел в руку. Я же схватилась за нос, так как забоялась, что может потечь кровь». На что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассмеялся. Пророк построил для нее дом рядом с мечетью, так что одна из стен дома и мечети была общей. Это был один из тех двух домов, которые были построены при возведении мечети после хиджры. Сауда прожила долго. Умерла она во время правления Омара, да будет доволен им Аллах. Согласно другим данным, она покинула этот мир в 54 году от хиджры во время правления Муавии. Сауда передала от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 5 хадисов. Ей удостоилась честь заботиться о пророке, его детях и женах. О ее простодушии и благонравии всегда помнили люди. Так Аиша всегда вспоминала про нее и говорила: «Больше всего я хотела бы походить на Сауду бинт Зама».